какой-то вообще устроили. А у вас рабочий день, кстати, до скольки? Почему это в нерабочее время-то происходит, если у вас работа? Действия до 10 часов. Почитай, пожалуйста. Исполнительные действия. Как этого Александра Габышева задерживали, весь мир смеется над вашим якутским полицией, судами. Адекватные-то люди все видят, вашу деятельность. Я ходил к вашему начальнику ФССП, когда меня в суде за видеосъемку ваши приставы скрутили. А ваш начальник еще хуже, оказывается. Прямо в приемной на меня набросился с кулаками. Придурочный. Он там находится, где этот у вас. Скорая помощь. Ваш офис. Ненормальный там такой есть. Я забыл фамилию. Макаров, не Макаров. Дурачок. Ну, давайте я в качестве общественного контроля пойду похожу, посмотрю, чем вы занимаетесь. Ну, для этого нам сперва надо представиться. Да не надо мне ничего представиться. Общественный контроль. Вашей деятельности не мешаю. На вас не нападаю. Фиксирую. Ну, конечно. Кидайте свои повестки вон в почтовые ящики и идите с миром. Значит, настанет время, народ будет. Вот потом же сами потом плачете, что нападают, убивают. Для чего вы до этого доводите? Народ вот и так уже озлоблен на власть, а вы еще терроризируете, ходите, устрашаете. Не понимаете, что вот пенсионеры, которым по 80, по 90 лет, они людей в форме боятся просто. Это наследие Советского Союза. А вы стучитесь в дверь. Пугаете стариков. Из-за каких-то 500-300 рублей. Это что, бред вообще? Людям зарплату ваши же государственные эти структуры задерживают. По 2-3 месяца. Еще ходят там к вам вот стучаться каждый день, да? А тут люди, месяц еще не закончился, они уже ходят, требуют. Не оплатили им. Видать, в Израиле совсем дела плохи пошли. Денежки-то туда утекают. Можно подумать, модернизируйте эту вот систему водоснабжения в городе. Ничего не делается. Сейчас могу вам пойти, кстати, вы же представитель водоканала. В каком состоянии, вот третий дом, пойдите вот за ним, посмотрите, как там трубы текут. А в прошлом году меняли, там пластиковые делали, все порвало. Вот здесь вот на Петра Алексеева тоже меняли. Всю зиму там ковырялись, меняли. И все весной прорвало. Горячая вода. Пластиковые трубы ставили, вот эти большие ваши. Вот эти все делалось во времена СССР за народные деньги. Все приватизировали за копейки. А кто у нас бенефициары? Сидят в Израиле. Кучка там людей с интересными фамилиями. Посмотрите учредительные документы, вы, наверное, сами знаете. Можно подумать, вы это для города что-то делаете. Копейки остаются здесь. Что даже не могут трубы заменить в городе. А все народу байки травят, что народ не оплачивает. Там сколько вот я смотрел в подъезде со всего дома? 90 квартир, 10 квартир, у которых задолженность. Там суммы смешные вообще. А сколько вам государство обязано денег оставлять? Вы этим вопросом не задаетесь, водоканал. Не требуете, потому что боитесь их. Это власть в форме ходят. Так, можно я пройду? Я к соседям пойду. Так.
Почему 36 рублей? Почему? Да, что такое? Бывает, что не работает, да? Вот видите, даже этот не работает. Домофон нормально не наберешь номер, код. Как у нас в подъезде. Никто ничего не ремонтирует, а деньги и регулярно плати. Этот водоканал как включит свою эту воду ржавую. Все. Вся сантехника в этой ржавчине. Все краны в ржавчиной забиты. Бежал куда-то. Не открывает никто. Алло. Чего не открываете-то? Дурацкий. А мы с судебным. Заходили, да? Ну, женщина аж психует. А этот убежал у вас, ваш представитель водоканала. Так чем регламентирована эта деятельность? Как она называется? Поквартирный обход должников? Или поквартирный там этот как выдача требований? Ну вот если у вас сейчас человек затребует копию судебного решения, у вас оно есть? Нет, конечно. Судебного приказа? Мы же принесли повестку. Но вы же обязаны ознакомить, если вы какие-то требования. Они придут и ознакомятся. А почему они должны ходить и ознакомливаться? Как? Ну, потому что, блин, это же интересы же должников. Это же не в наших интересах. Приставы точно ничего с этого не получают. Как не получается? Вы получаете 40% ФССП получает. Что? Да. А вы не знали, что ли? Откуда такие сведения? А я вот потому что изучаю и знаю. Да? Ну, Так же, как полиция получает 40%, потому что ваша организация является юридической организацией в форме ООО. Нет. А вот вы посмотрите свои учредительные документы. А вот вы не знаете, вас даже руководство об этом не оповещает. А вообще ФССП, оно незаконного формирования. Знаете об этом на Российской Федерации территории? Нет юридического статуса у него. Когда у вас было расформировано? В 2013 году? Поизучайте, поизучайте. Видите? 43, да? Ага. В принципе, 6. Пока все держится на доверии граждан, а когда народ начнет к вам претензии предъявлять, сразу вашу организацию прикроют. Ну это же точно не к нам, к исполнителям, правильно? Ну, это понятно, что не к вам. Просто вы сейчас устроили такой цирк, тоже стоите, снимаете, что к чему. Ну как Мы ваша также работа? простые люди, которые просто выполняют свою Вашу работу, потому что да. от нас требуют. Ну, И а почему, работа, она не противозаконна. почему вы не задаете вопросы, вот как нам действовать, если человек... Ну как, есть база исполнительных производств, она доступна для каждого человека. А, и каждый человек должен... Ну, интересно. Это заходить и проверять, не должен ли я сегодня какой-нибудь структуре государства РФ? Ну нет, конечно, Какой суды же? обязаны оповещать. Ну, они же не Если оповещают. Мы-то здесь при чем? Мы-то не суды, это совершенно разные системы. Ну, вы об этом Поэтому знаете? мы ходим Нет. и повестки вручаем. Нет, вы знаете, что это Спрашиваем, вот это и называется сговор, вот этот вот Да. еврейский сговор, да.
Вот суды делают так, а вы типа этого не знаете, но знаете, да? Но делаете вид, что вы этого не знаете, вас Мы это сейчас что ходим? не Так, касается. что ли? Мы уведомляем. А зачем вот бросьте в эти в почтовые ящики, вы уведомляете? А вообще юридически значимые документы как по закону должны быть доставлены до адресата? Вы знаете об этом? Почтовая корреспонденция. Почтовая корреспонденция, да. нарочно. Потому что в суде то, что Курьером. вы принесли вот эту вот повестку, да, нам конкретно принесли повестку, не знаю, нам никакого не требования, а повестку. Там даже статья не написана, по какой статье и какая сумма задолженности. А это все должно быть написано быть Повестка в для повестке. Для чего нам туда идти? Ответь ты на этот вопрос. Повестка для чего? Для явки. А для чего туда? Чтобы человека, может Даже быть... когда из полиции приходит повестка, там не пишется, А по вот- какой статье, что и А вот как раз там даже пишется, в качестве кого вы вызываетесь в отдел полиции. Девушка. Я-то это знаю. Я тоже. То, что они не пишут, это проблемы РФИ, понимаете? А есть закон, как они должны. 43-й. И судьи, когда в суде это обжалуешь, закрывают на это глаза. Вот он ожидал. Суд снимайте там. Вот и я там тоже снимаю. Вот это и есть еврейский заговор, когда... Приходите к нам в службу, снимайте нас там, если вам закрыть. Да, не надо мне там уровня под голову работают только люди. И Макарова, я вашего Макарова насмотрелся в свое время. Начальник ваших судебных приставов по УПДС. Вы с ним не сталкивались? Можете с ним пообщаться, сходить. Судебные приставы исполнительные по деятельности, обеспечения деятельности судов. Все наглядно показано, как ваши приставы в судах беспределят. Зайдите, посмотрите на мой канал в YouTube Иван Правдоруб. Можете ознакомиться. И чтобы ваши незаконные действия обжаловать, это потом, знаете, сколько времени уходит? Целый год. Пока до Верховного суда не дойдешь. Пока до Горевой не дошло, все везде, видите ли, все законно. А почему-то, когда до Верховного суда заходит, становится незаконным. Вот какие парадоксы, да, российского законодательства. Думаю, если бы вы были бы взыскателем, вы бы сейчас так не говорили, а ходили бы и говорили, давайте. А нет, между прочим, я по взысканиям не обращаюсь к судебным приставам. Ну, видимо... Я иду в банк и подаю, да, я узнаю, где счет у должника, и взыскиваю через банк. Тоже можно, да. Я знаю, как можно, и как лучше, и как эффективнее, Правильно. а не через вас работать, кормить вас, вашу службу бесполезную. Ну, конечно. Спасибо. Потому что когда-то обращались, и 10 лет жди, когда там до тебя там этот пристав соизволит, пока там не дашь взятку. Ничего не делают. Ну а что? Или пока до начальства там втык не вставишь, там, начальство, этот простой исполнитель ничего делать не будет. Сидят, бумажки перекладывают пачками и рассылают по этим. Ну, раньше так заработали. Сейчас я не знаю, как работают. Я уже с судебными приставами давно как бы дружбу перестал иметь. Самая бесполезная структура в Российской Федерации. Только вот пугать, ходить граждан, можете это делать. И незаконными действиями, подменяя это, что это закон. Это чушь собачья полная. Судебный приказ. Господи. Я помню, еще этим баловался Сахателеком, судебные приказы все. На должников. Накручивали там трафик абонентам Сахателеком. Внутреннегородской, как внешний. И взыскивали там по 20, по 30 тысяч. И тоже судьи штамповали судебные приказы. А ввиду малограмотности якутского населения люди вынуждены были брать кредиты, чтобы погасить вот эти вот судебные приказы вонючие. А я просто пришел и написал сразу же, как узнал, что у меня задолженность на сайте ФССП. Здравствуйте. Здравствуйте. Взрослые дома? Может, мне туда? Что? Ладно, Царина Владимировича знаете? Он здесь проживает? Да. Так на повестку поставим. Вы можете ее в мусорное ведро выкинуть. Вот так вот работают структуры в РФ. В полиции у них приказ, а у этих обязанность. Вот руководство им дало задание такое — заниматься ерундой.
ходить. Вот это вот вся суть Российской Федерации, которую выстроил Путин за 20 лет своей деятельности. Что все, каждая структура бесполезная для народа. Она только полезная для того, что идет в карман вот этих вот вокруг Путина там секта Хаббат в виде еврейских представителей власти. И вот они только в интересах типа водоканала, Якутскэнерго будут бегать и взыскивать с людей копеечные задолженности. А то, что в пандемию люди потеряли много работы, увольнялись с работы, это никого не интересует. У нас государство выделяет раз в полгода, и то детям, у кого есть дети, какие там по 5000 рублей. Это как в США выделяют каждому в месяц на каждого члена семьи по $2000. Вот сравните уровень жизни в США и в Российской Федерации. Но зато они, как только ограничения снялись, они сразу бегают и копейки собирают с бедных, с пенсионеров, всяких стариков, которые месяц там не заплатили 300-500 рублей. Я так и думал, что вот эта машина, похоже, что он сидел. Ездят они не на служебной машине, А102, РМ, ладно, покидают место. Выполнить план не удалось. До свидания, больше не приезжайте к нам. До свидания, до свидания.